Собрание Межрегионального экономического форума «Зауралье-2016». На встрече решаются важные вопросы, касающиеся комплексного развития региона. В кадр попеременно попадают делегаты, выступающие с докладами. Детали, характеризующие рабочую обстановку, сменяются общим планом. Ритмически размеренный темп повествования соответствует официально-деловой манере мероприятия. Люди выполняют свои рабочие обязанности, это то, что зритель видит на экране. Но мало кто задумывается, что в этот самый момент происходит за кадром. Акцентировать внимание зрителей и преподнести события в правильном свете – тоже работа. Профессиональная задача целого круга лиц, реже других попадающих на экраны. Какие этапы включает в себя производство медийного контента и кто руководит этим занимательным процессом? Попробуем разобраться на примере работы Сибайской студии телерадиовещания. Рабочий выезд съемочной группы СТВ осуществляется в неизменном составе – водитель, корреспондент и оператор. Задача первого везде – поспеть строго ко времени. Съемки нередко назначаются в авральном режиме, в разных точках города могут работать одновременно две съемочные группы. Объект журналистского наблюдения имеет свойство смещаться как в пространстве, так и во времени. Потому одним из главных качеств телевизионного корреспондента является умение быстро и своевременно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Главное качество – это оперативность. Это владение очень широким кругозором информации. Это молодость. Задача оператора – детально запечатлеть события на камеру, но отнюдь не в произвольном хаотичном порядке. Действие на площадке целиком подчиняется первоначальному творческому замыслу, намеченному редактором на студии и делегированному в разработку корреспонденту. Последнему предстоит собрать необходимую информацию, подготовить закадровый текст, а также изложить свои требования к работе оператора. Евдокия Титаренко, молодой и перспективный корреспондент Сибайского телевидения, пришла на студию с полным пониманием ответственности и характера возложенной на нее функции. Тандем оператор и корреспондент – это творческая группа, которая совместными усилиями может такую красоту снять, показать вообще. Это замечательная работа, но вообще меня учили обязательно, что в этой съемочной группе обязательно кто главный? Корреспондент. Это самое вкусное. Как выясняется, работа оператора напрямую сопряжена с тем, как видит будущий материал корреспондент. Мастерство визуального повествования требует от исполнителей полного единодушия в вопросах организации съемочного процесса. В течение рабочего дня оператору приходится менять не только место съемок, но и корреспондентов. Ну, естественно, у них взгляд свой на работу, естественно, разный, много своеобразный. Каждый корреспондент, он творчески немножко отличается от другого корреспондента. В городе, конечно, ты как всевидящее око, ты все видишь, весь город, как на ладони, можно сказать. Сегодня ты, как говорится, в шахте где-то, вечером ты уже в администрации, и всегда приходится, как говорится, быть физически подкованным и морально тоже. После рабочий процесс переносится на студию. Корреспондент отсматривает черновой материал, отмечает нужные фрагменты и приступает к написанию закадрового текста. На все не более 1,5 часов. Кадровый ресурс на муниципальных телеканалах крайне ограничен, потому штатному корреспонденту приходится выдавать в некоторых случаях до 3 сюжетов в день. В данное время на сибайское телевидение, на сибайских журналистов наложена очень большая нагрузка, я считаю. Малым количеством мы стараемся делать большего. Поэтому, если, может быть, вот федеральным журналистам дается время собирать, там побольше информации, а у нас очень мало времени. Утром снял, вечером уже нужно показать. Готовый текст, прошедший финальную редакторскую обработку, ложится на стол к видеоинженерам. Здесь производится начитка, монтируется видеоряд и сводятся воедино все составляющие телевизионного сюжета. Запись! Из новостных сюжетов в итоге складывается выпуск, который соединяется воедино посредством записи диктора в съемочном павильоне. Наиля Ахмедшина вот уже 3 года является лицом канала и ежедневно по будням в 19 часов рассказывает сибайцам о жизни города и людях его населяющих.
Придя работать на студию, будучи студенткой, она быстро влилась в коллектив и нашла общий язык со всеми, а главное – с операторами. Ведь бытует в кулуарах поговорка: поссорился с повелителем видеокамеры, вышел в кадре уродом. Ой, это мне как брат вообще родной. Мы с ним постоянно вместе смеемся над одними шутками, у нас есть даже секретики свои. За это время он стал вообще настолько родным, да, там даже не в плане как коллега, а как человек. Самое, что, наверное, запомнилось, наверное, приходилось иногда корреспондента защищать, скажем так, от пьяных, таких недобросовестных горожан города. Вот, как-то приходилось вставать грудью, защищать. Вот у нас с Еленой Афанасьевой был такой случай, что приходилось и в дюндель давать некоторым людям. Простое на первый взгляд дело в итоге еле-еле умещается в 8-часовой рабочий день. И стоит учесть, что труд у телевизионщиков ненормированный. На съемки могут вызвать и в 5 утра, и в 12 ночи. А если случается на нашем профессиональном сленге, что называется дедлайн, то работу проделывают за считанные минуты до эфира. Работа на телевидении – это абсолютно командная работа, потому что если выпадает одно звено, конечного результата не будет. Нет водителя – срываются съемки, нет оператора – соответственно, не с кем снимать. Нет корреспондента, никто не напишет текст. Если, не дай бог, что с видеоинженером, некому это все смонтировать, собрать в единое целое. И по итогу дня, если у нас оператор эфира где-то что-то там протормозил, протупил, нельзя же такое слово использовать. Если там оператор эфира в конечном счете не выпустил все это в эфир, зрители это ничего не увидят, потому что получается в итоге это абсолютно командная работа, и мы здесь все взаимосвязаны. 21 ноября для сибайских телевизионщиков праздник двойной. Помимо профессиональной даты мы отмечаем и день основания сибайской студии телерадиовещания. На протяжении 27 лет мои коллеги освещают актуальные новости города, оказываются в центре главных событий Зауралья и непременно строят планы на будущее. За минувшие годы в рядах телевизионщиков сменилось не одно поколение. Ведь для начинающих журналистов эфир местного ТВ является своеобразным трамплином для покорения новых медийных высот регионального или всероссийского масштаба. Но и на СТВ на страже порядка остаются старожилы, которые бережно хранят традиции и служат неиссякаемым источником знаний для новичков. Нияз Саяхович – это вообще особый персонаж. Он наш домовенок, мы его называем. Потому что он знает, где лежит, где какой проводок, где какая кассета, где какой болтик-шурупчик. А еще мы по утрам с ним обсуждаем все глобальные проблемы, потому что он и я приходим очень рано на работу. Начинается у нас приветствие на китайском «Нихао». Любовь Павловна – это профессионал. Это человек, который работает почти с первых дней телевидения. Поэтому, раз она специалист, она видит все. Она и в журналистах видит, и в дикторах, и в редакторе видит ошибки, дает свои советы. Я всегда прислушиваюсь к ее мнению и сама спрашиваю, потому что человек накапливает опыт не только в своей стезе, она же приглядывается своим коллегам всегда. Опытом со мной делится, учит, и это правильные вещи, говорят, надо только прислушиваться, конечно. Вот. А так, особенно мне нравится, когда мы чаек пьем с тортиками, это так замечательно, люблю поесть. Ну давай, что ты можешь о Елене Афанасьевой сказать? Что я могу сказать? Она не дает мне сахар. Лена мне не дает сахар. Новый год в жизни сибайского телевидения совпал с новым этапом. Распоряжением главы администрации города с 21 ноября в результате конкурсного отбора директором СТВ назначен Артур Умедбаев. В медийной сфере он работает уже второй десяток и знает весь процесс теле- и радиовещания изнутри. А потому и намечает Артур Камилович планы земные, благодаря реализации которых усилится не только интерес зрителей к контенту, но и расширится аудитория. За этот период я, скажу так,
узнал потенциал каждого из здесь работающих, то есть я знаю, на что способен каждый из здесь присутствующих. Знаю то, что могут наше телевидение теми же силами, которые есть, поднять на более высокий уровень. Ну и, в принципе, я думаю, то, что с сегодняшнего дня, что символично, с 21 ноября, когда празднуется Всемирный день телевидения, я думаю, что с сегодняшнего дня у сибайского телевидения начнется новая эра. Новая эра, скажем так, возрождения, потому что лично у меня далеко идущие амбициозные планы в плане поднятия телевидения, переформатирования телевидения сибайского, в планах сделать его узнаваемым, родным, близким каждому дому, каждой семье, который находится на территории нашего города. Но территория нашего города, я скажу, для нас немножечко стала мала. То есть есть в планах выйти за пределы, то есть на наш район, на ближайшие соседние районы, возможно, даже на Магнитогорск. В планах открытия собственного канала, собственного вещания, то есть помимо того, что мы будем ретранслировать федеральный канал, у нас будет еще работа поставлена, и основной упор сделан будет на создание нового телеканала сибайского телевидения. Наш коллектив способен на многое, способен подняться на уровень, способен сделать красивую картинку, красивое изображение, содержательную беседу и оперативно работать. Вот, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех людей, которые имеют отношение не только к сибайскому телевидению, но и к телевидению вообще. Это каждый человек, который смотрит его как минимум. Поздравить с этим прекрасным праздником. Новый век принес стремительное развитие информационных технологий. Всепоглощающий интернет все больше отдаляет обывателя от современных реалий жизни, но телевидение неизменно возвращает нас в сущность бытия. Ежедневно в 7 часов вечера мы выходим в эфир и рассказываем вам об актуальных событиях из жизни города. Мы находимся в постоянном диалоге с сибайцами, по этой причине наш труд просто невозможен без вас, дорогие телезрители. Спасибо, что остаетесь с нами на протяжении многих лет, ведь мы работаем для вас. Смотрите нас и будьте в курсе, впереди вас ждет много интересного. Постановление правительства Российской Федерации, которое определяет размер повышающего коэффициента, вышло еще в апреле 2013 года. Девочки, телевидение работает! Так, наводящие вопросы какие-нибудь? Ну давайте сразу я попрошу о ситуации рассказать. Так, как кривая. Первый стендап готов. Первый стендап все. Первый стендап записан. Это первый стендап. Пока паузу нажми, пока паузу нажми. Данное мероприятие проводится. Просто проводится. Молодой человек, вы снимаете, да? Ну слушай, ты обязан Жульку мою снять. Она же беременная. Я руками махаю. Нет, меня не надо, еще в газете буду с Клавка выступать. Жулечка беременная. Живем, все равно, ребятишки, живем, голодные не ходим. Наша контора называлась «Нет». Более 5-6 лет наша организация занималась «Нет». Более 5-6 лет наша... Нет, давай заново. Более 5-6 лет наше предприятие называлось, там уже количество людей... Нет, неправильно. С юридическими лицами у нас работы более сугубо... Нет. С юридическими лицами работа у нас еще более сугубо... Нет. Нет, вообще не буду это слово говорить. Ладно, хорошо. Сибай телевидение хабарслары дырлаган... Подождите. С 1 января 2016 года началась декларационная кампания. Можно? Так, прекрати сниматься, ребят. А чего? Терпеть не могу. Нет, а вообще вот в этом году вам как со снегом бороться? Молча как. Бед от них не жди, не пройденных дорог сумел пробить Ростов.
Эй, бородатый. А как кадр? Вот так? Микрофон видно? Здравствуйте, уважаемые зрители нашего города. Здравствуйте, уважаемые жители нашего города. Здравствуйте, уважаемые телезрители нашего города. Микрофон, чтобы не светился. Вы ему рассказываете? Да, я понял, не первый раз. На данном турнире постоянным гостем и представителем. Убери микрофон. А также не помню, что также, что-то ему еще назначили. Так, что же ему там назначили? Слово теряет смысл со временем. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. В сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне, со слоненком подружиться. И рожа птицы сказки закрывать.